Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. В его творческой биографии произведения практически всех музыкальных жанров – пьесы, симфонии, концерты, музыка к драматическим спектаклям. Он автор первой осетинской оперетты. Композитор и музыковед, заслуженный деятель искусств России, Северной Осетии, Грузии, кандидат искусствоведения, лауреат премии имени Костали Ивановича Хитагурова. Дудар Хаханов внес неоценимый вклад в развитие национальной осетинской культуры. В своем кругу мы отмечаем 100 лет со дня рождения талантливого музыканта. Спасибо, что вы сегодня собрались в нашей студии. У нас внук композитора Давид Хаханов. По образованию Давид не музыкант. Инженер по образованию, но работаю на госслужбе уже давно. Музыкант у нас Светлана, дочь Дудара Соломоновича. Она окончила консерваторию, играет на фортепиано. Ну, все как полагается. Папа был хирургом, он в бабушку пошел. Ваш Супругу, отец. да, мой отец. А всего у Дудара Соломоновича детей? 2 детей. Ага, вот. Да, Лана, она старше папы на 14 лет. Ну и папа. Но вы в музыке разбираетесь? Ну, у меня не Я было... Я помню, вы в какое-то время даже, в какой-то момент пробовали петь. Пою, да, для себя в основном, а так у меня не было шансов не окончить музыкальную школу. Естественно, я ее окончил, дальше, к сожалению, не пошел, но зато у меня была возможность... Почему? Почему не пошли дальше? Не знаю, это родителям, наверное, виднее, почему дальше не пошел. Не хватало, наверное, значит, таланта такого, чтобы достойно продолжать то, чем занимался дед. Зато в 8 лет, если я не ошибаюсь, у меня была возможность сыграть дедушкино произведение, детское рондо с симфоническим оркестром. И тогда еще Павел Арнольдович Идых дирижировал. И вот такая веха в моей истории музыкальной, так скажем. А что, сложное была. Произведение? Нет, оно детское произведение. Да. Ну, для малышей. Ну, чтобы малыш приобщился к живому оркестру, это вот для этого и было. Да. Но сыграть не каждый может, наверное, да, маленький ребенок? Ну, хороший мальчик, хорошая девочка. Не каждый внук Хаханова. Да. А эти ноты есть? Конечно. Да, есть, рондо есть. К сожалению, записи нету. Попросили снять, и снимали весь концерт. Я был, видимо, вишенкой на торте, и батарейка села. Что помните вот из этого выступления? Насколько это было сложно и насколько волнительно и ответственно? Скорее волнительно, да. Сложного ничего не было. Волнительно, но все волнение осталось за кулисами. В тот момент, когда я вышел и сел, как-то все пропало. Но на самом деле в этом заслуга Павла Арнольдовича. Он был руководителем для своего оркестра, и в том числе для меня. Его слова, его поддержка, и умение настроить, они, конечно, очень сильно помогали. Это я точно помню. Буквально один взгляд, и я был уже готов. Все. Но вы сами не хотели идти дальше по этому направлению, по музыкальному направлению? Или, как вы говорите, да, родителям виднее? Ну, наверное, родителям виднее. Это сколько, 12 лет ребенок заканчивает музыкальную школу. Все-таки, наверное, не хватало мне упорства в этом направлении. Как-то так вышло. Но вот мы связались со Светланой, это дочка Дудара Хаханова. Она сейчас в Грузии, насколько мне известно. Да. Светлана, добрый день. Как вы нас слышите? Здравствуйте.
Я вас прекрасно слышу. Хочется больше биографии услышать. Где родился, в какой школе учился, потом дальше продолжил образование. Он родился в 21 году, в июле, 4 июля, в Цхинвале, бывшем Сталимире. Закончил там школу и музыкальную параллельно. И начал, общая фортепиано и скрипка, и начал работать в театре, в драматическом театре осетинском, скрипачом в оркестре. Потом, это был 47-й год, он поступает в консерваторию по классу скрипки, заканчивает ее и параллельно учится на композиторском у Ионы Туския. В Тбилиси. Это все происходит в Тбилиси. Я, например, родилась в 44-м, и вот оттуда я вспоминаю, когда они с мамой познакомились. Мама педиатр, их распределили в Цхинвале, где группа грузинских педиатров начали работать, и там она встретила папу. После того, как он окончил консерваторию, он там же начал работать во втором училище музыкальном. Это было в 60-м году, и в тот период я музыку особенно не люблю. Я-то закончила музыкальную школу, но именно перешла во вторую школу, и потом в тот же техникум второй. Но музыку не любили, говорите? Да, я лентяйкой была, но папа меня заставлял, и вот я помню, как я в слезах считала, считай, а то ритмично не будешь играть. Потом дедушка уже свое творчество связал с Осетией. Это было очень, очевидно, потому что отец его был кларнетистом и первым создал духовой оркестр в Южной Осетии. Его отец был педагогом гимназии в Тбилиси, и тоже увлекались они музыкой, и были домашние концерты у них. У папы был брат Юра Хаханов, который был, по-моему, вот если я не ошибаюсь, лучше по слуху, музыкальному лучше папы. Мама вспоминает, когда они, значит, ночью, вот шла американская картина, и выходили из кинотеатра, и свист слышен был из мелодии кино. Это уже она знала, что идет Юра Хаханов. Так что... А вот каким, нам интересно, он был отцом? Он был очень добрым и никогда не ругал. Мы были очень послушными в смысле, но мысленно мы росли сами собой. Понимаете? Вот я всегда моим детям говорю, как грибы росли. Вот хорошая погода, и мы выросли. Мох поднялся. Я благодарна папе за то, То есть он в вашем воспитании не принимал участия, получается? Вы знаете, в воспитании скорее мама принимала участие, но когда он выезжал на отдых, он обязательно меня и внуков брал с собой. Это было в Боржоме на плато, там дом композиторов, если кто там бывал, это шикарное место. И там встречались мы, вот я уже подростком была, и со многими композиторами и исполнителями, так что я ему в этом благодарна, что он мне очень многое в смысле музыки. Мы были в Ленинграде на музыкальной весне, это был 65-й год, почему я его помню, потому что я вышла замуж, и надо мной смеялись, что папа тебя повез в свадебное путешествие. Ты вот поехала с папой. У него было очень много концертов и в Москве, и по России вообще. И он маму всегда с собой возил. Вы знаете, вот этим я хочу сказать, что он никогда не забывал о семье. Он моих 4 детей, он нянчил. Он, когда из Орджоникидзе приезжал, он бежал, бросая чемодан дома, бежал ко мне с внуками играться.
Он был, я не знаю, может быть, я очень перехваливаю его как дочь, но я считаю, что таких людей уже нету. Он, во-первых, воспитал очень много молодых людей. Вы меня извините, мне 77 лет, и когда я вспоминаю, очень хорошие мои годы и в Цхинвале, и когда в ансамбле работал. Я фактически выросла в ансамбле. Ну, то есть, если вот вернуться в прошлое, то вы все равно выбрали бы это направление музыкальное? Наверное, да, превалирует, конечно, музыка. Но с годами, вы знаете, вот Юрка стал хирургом. Между прочим, у меня тоже хорошо выходит. Я всех моих детей сама, и хирургические, и вообще сама, болячки все, справлялась сама, и уколы, и все. Ну, видно, это тоже от родителей. Да, То есть, если не музыка, то медицина. да, наверное, да. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что выделили время и поделились своими теплыми воспоминаниями. Спасибо вам. Спасибо. Ну вот то, что человек был очень добрый, интересный, мы это поняли, наверное, и с характером. А музыка Дудары Хаканова, вот насколько я поняла, она сложная? Да, безусловно. Если вот взять вот эту всю композиторскую школу 20 века, а он был один из тех, кто ее создавал, то, что вот нам передалось по наследству, она достаточно сложная, она, как сказать, разнохарактерная, и он привносил в нее вот эти новые формы, новые жанры. Поэтому я назвать, или дальше вы скажете, это было время, когда открывались новые жанры. То есть первый балет. Для осетинской музыки. Для осетинской музыки. Они создавали эту композиторскую школу, которую мы с Николаем сегодня представляем. Стыдно сказать, что мы уже старшее поколение, нынешнее. Они создавали. Это первый концерт для голоса с оркестром. И развивалось и исполнительское мастерство в Осетии. И у нас появилась звезда Булата Газданова. И для него он написал первый концерт для национальной гармоники с симфоническим оркестром. Вот это революционное произведение, которое исполняется, наверное, из симфонических чаще всего. И его весь юг России уж точно его играет. Я не буду говорить, что в каждой музыкальной школе в Северной Осетии хорошие гармонисты все играют. Но это, оно такие есть. Ну и все остальное. Там есть такие моменты. Вот дочь Дудара Салмоновича сказала, он был же скрипач. Он очень хорошо понимал структуру симфонической записи, партитуры. Он это все делал сам. Но он не писал просто. Есть композиторы, которые больше него написали симфонии, но в каждой симфонии они просто берут цитатами народные мелодии, которые собирал в свое время Борис Галаев, их педагог, наставник, там это все. И это тоже есть. Дудар Соломонович, так сказать, сын нескольких кровей. Они дали только замечательный, так сказать, выход вот в той музыке, в которой он, если это Коста Хитагуров, то это вот балет Хетак. Насколько мне известно, Светлана Адырхаева танцевала балет. Она участвовала в премьере. Да, в премьере. Да. Это было то время, когда у нас зародился или зарождался музыкальный театр, то, что ныне называется театр оперы и балета. Да, вот тогда это был и первый балет, настоящий профессиональный балет. А балерин не было. И такой, в Национальной Республике это редкость. Это у нас национальная хореография. Поэтому это были Светлана Адырхаева и ее окружение. Да.
Если кто-то помнит, вот в то время, когда был этот балет создан, была единственная студия, которую Вагановское училище закончила. Это было несколько девочек и мальчиков, которые, их было человек 30, приехав сюда. Ну, изначально было понятно, что не будет балета, потому что 5 человек осталось, а 25 вышли замуж сразу. И на этом балетом у них это все закончилось. Но, к сожалению, это так и было, потому что одну из Может, персонажей благодаря я знаю. этому началась опера. Спасибо. Я тогда предлагаю послушать Светлану Адырхаеву. Взяли небольшое интервью. Внимание. С Дударом Хахановым я познакомилась еще во время декады остинского искусства и литературы, которая проходила в Москве. Я танцевала адажу из его балета «Хетаг». Дудар Хаханов был необыкновенный человек. Он, знаете, он великий композитор и в то же время очень простой человек. И, конечно, он очень много помогал в музыкальных этих моментах, рассказывал много. Когда такой взлет, можно сказать, нашего искусства национального был. Очень сожалею, что все это куда-то ушло в никуда, к сожалению, к великому. Но я надеюсь, потому что у нас столько талантливых людей, народ талантливый у нас очень. Я надеюсь, что все-таки все это как-то возродится. Мне довелось такая честь. Я был первым исполнителем 10-й симфонии. Она написана для фортепиано с оркестром. Симфония для фортепиано, не концерт для фортепиано, симфония для фортепиано с оркестром, где равноправно фортепиано выступает то в роли просто тембрового разнообразия для оркестра, то наоборот, это главное действующее лицо, а оркестр догоняет его. Это вновь было вообще для меня, как для музыканта и как для пианиста, было с огромным удовольствием принять участие в премьере этого произведения. Ну и таких произведений у Дудара Соломоновича немало. Мы уже не говорим о том великом наследии, о котором хочется поговорить. Это скромное песенное творчество Дудара Соломоновича, которое стало вообще звездой и, путеводной звездой для многих поколений современных певцов и певиц. Ну, песен Да. мало, да? Песен. Ну да, у него нету такого количества. Конечно, вот он стал, в принципе, заложником одной песни, без которой, нельзя. какой? Если мы говорим «золото», то в этом золотом фонде это песня Чижгаема. На ней не то что выросли все поколения. Аплодисменты, конечно. И сейчас растут. Да. Даже не надо Уже 60 знать лет слов. аплодисменты. Да, не надо знать все слова, но эту мелодию знают все. И ее Россия уже можно поет, петь, да, Россия и уже все поет. И хоровые коллективы, и все. Мы предполагали вообще. Я очень хотел, чтобы 4 июля в каждом районном центре Северной и Южной Осетии, допустим, 12 часов дня, все бы запели «Фарнейнен фасарай», «Масарда Дидинок», потому что, Хорошая идея. это гениальная Давайте я песня. предлагаю тогда ее послушать, а потом вернуться в студию. Ом Хурахай, Решу Чужгай, Ты нужна, Асар Аси, Мабалиц, Решу Чужгай, Алман Мидбалмам Пахутей, Мабалиц, Решу Чужгай, Алман Мидбалмам Пахутей. Альнай фасараймын, фасарды дидинар, Мыды шықтай марию, Дама болит, Рашу
Падайдын басар нывон, Наусымон кеттон махурхай, Падайдын басар нывон. Арнай басараймын, Масарды дейдинак, Өмір шықтай манил, Наусымон кеттон махурхай, Падайдын басар нывон. Ну, эта песня, мне кажется, уже такая народная стала. Да, любят ее все. Потрясающая музыка, и слова красивые. Ну вот в 1937 году Дудар Соломонович был артистом оркестра Юго-Остинского государственного драматического театра имени Костахи Тагурова. Потом он учился в Тбилисской государственной консерватории и награжден медалями за оборону Кавказа в Великой Отечественной войне. Вот здесь у нас очень много наград. Давид, что это за награды, помимо наград за оборону Кавказа? Ветеран труда есть награда, есть памятные награды победы Великой Отечественной войны, 30 лет, 40 лет, 50 лет, но они сейчас вручаются, тоже мы знаем. Заслуженный деятель искусства РСФСР, премия имени Косталя Ивановича Хитагурова, Ленинская премия. В общем, да, награды есть. Но после войны он возвращается куда? В Северную Осетию или в Южную Осетию? Ну, он был руководителем ансамбля, конечно. Ну, если идти биографическим путем, то, конечно, надо сказать изначально о том, что это из гнезда Галаевского Дудар Хаханов. И вот прозвучало о том, что он учился в музыкальной школе, а музыкальную школу основал Борис Александрович. И помимо того, что школа была основана, он вообще вовлекал в орбиту музыкального творчества. Об этом хорошо вот Габараев пишет в своих воспоминаниях, что город поделился, и вот два центра притяжения, это, значит, Туганов, и мощных таких два центра, и Галаев. 21 года Дудар, и смотрите, мы в его этом воспоминаниях, 33-й год, 34-й, отвоевывает в помещении педтехникума 3 комнаты, буквально отвоевывает, чтобы была музыкальная школа, приобретает инструменты, открывает новые классы, 2 фортепиано с педагогом Мазинг, и она же была концертмейстером у него на занятиях ансамбля, педагог Дурглишвили, и здесь вот у меня книга про вот эти все становления музыкального искусства в Осетии, и есть воспоминания этого преподавателя Дурглишвили. И в архиве Галаева есть много нот, написано из, значит, из книг Гансиорского, или из нот, что ли, я вот не помню, там есть такая печать. И Гансиорский там преподавал. И как раз вот во время Хаханова он уехал. И была проблема с педагогом. Но для Галаева проблема существует. Он находил, он привозил из Баку, из Тбилиси, он привозил сюда педагогов. И вот я думаю, что вряд ли здесь кто-то помнит, но я думаю, что вот педагог написано, что привез он педагога Гудиашвили после Гансиорского. И, скорее всего, вот это и был его преподаватель. Но мы можем это более точно сказать, потому что в архиве Галаева сохранились вот... Вы понимаете, что Галаев с его вот выучкой в петербургской школе, у него все концерты, это вот надо видеть, конечно, как они были оформлены. Непременно, значит, эти были афиши, непременно были программы. И вот сохранились, по-моему, 2 или 3 такие программы. И, конечно, мы вот для самого торжественного вечера мы, конечно, привезем и как-то сделаем достоянием этого, где написано «исполняет», вот такие-то вот вещи, сейчас я не скажу какие, но написано, что ученик такого-то класса, Дудар Хаханов, это сохранилось. Так что мы это, конечно, привезем. Я думаю, что это вот тогда, да. Гудиашвили,
скорее всего, он был Губиашвили ученик. Ну и дальше, конечно, была тесная связь, потому что это тоже шло вот из Петербурга и потом Ленинграда, потому что сам Галаев сохранял тесные отношения со своими педагогами. И уже когда он воспитывал учеников, то с ними потом уже все отношения перерастали в дружеские, очень тесные. Поэтому очень много писем и от Габараева. От Хаханова мы там видим его рукописи, где он ноты присылает и тоже, значит, ждет каких-то замечаний, каких-то поправок. Мы сейчас подготовили к изданию еще партитуру музыки к спектаклю «Чермен». Премьера была в Москве в 60-м году. И когда мы смотрели материалы, потому что материалы пока это все терра инкогнито, надо все это сидеть, изучать. Я вот приглашаю все время наших дорогих композиторов приехать и посидеть. И не один день, потому что очень много материалов. И вот обнаруживаем, что, во-первых, переписка была с Зарифой Бритаевой по поводу Чермена, но попутно мы, значит, кроме этой переписки, нашли еще обращение из музыкального театра, и мы смотрим, это вот то, что мы знаем у Хаханова, вот эта вот знаменитая оперетта «Хамат и Зарина». Вот, оказывается, обратились с просьбой написать эту оперетту Галаеву. Вот. И Галаев... Вот одно письмо, второе письмо, в общем, и вот и ребят. А это как раз после Чермена. Вот Чермен, это 60-й год он это вот сделал, а 12-й год, декабрь 60-го года, к нему уже обращаются с этим вот с опереттой. Предложили Галаеву написать оперетту. Все, и он в письме ответил: да, я постараюсь, подумаю. Сам написал Дудару Хаханову: Дудар, дорогой, возьми эту оперетту, займись этим делом, думаю, что тебе будет очень интересно, с твоим талантом вот все это сделать. Вот так вот решаются вот вопросы еще. ученика и учителя. Вот. Спасибо. Ну вот в 1964 году он художественный руководитель Северо-Остинской государственной филармонии. Но недолго, да, он работал? Ну да, это небольшой период, который мы только знаем по воспоминаниям и исторически. Но к филармонии, а в частности к симфоническому оркестру, были привязаны с таким невидимым магнитом все композиторы. Потому что основу тогда и составляли все выходцы, галаевские ученики, и все это с Южной Осетии, все. Мы еще не упомянули имена такие, как Христофор Плиев, еще потом Жанна Плиева, Феликс Алборов, здесь Татархан и Аслан Кокойти. Это все. Вот. И Дудар Соломонович, они были и председателями, он был художественным руководителем филармонии. Но у них было самое главное, для чего они жили, во имя чего они жили, и как, что им помогало создавать вот это пространство, композиторскую школу. У них был, пожалуй, лучший симфонический оркестр. И им еще очень повезло с художественным руководителем, главным дирижером Павлом Арнольдовичем Едых, потому что, я уж думаю, вот после композиторов, если они наверху пьедестала, то вот рядом с ними может стоять только Павел Арнольдович Едых, потому что больше него никто не сделал того, что мы сегодня имеем. Спасибо, Ацмаз Владимирович. Вот когда готовилась к эфиру, искала концерт для Остинской гармоники с оркестром, нашла Владикавказский колледж искусств, исполняет, да. Сегодня наш оркестр исполняет этот концерт? Это может исполнить любой оркестр. Там нужен, самое главное, солист. А солист выступает исполнительно на гармонике национальной. А это весь юг России, как минимум. А оркестр может быть любой симфонический. Но вот то, что мы предполагаем и услышим 4 числа, вот Николай Александрович да, потому пригласил. что соскучились мы по остинской музыке, хотим послушать. Где? Ну да, мы просто сейчас, чтобы ее? не уходить в другую тему, я скажу просто. Николай Александрович пригласил Али Легидова, лауреата международных и всероссийских конкурсов, на сегодняшний день лучший из Кабардино-Балкарии гармонист, у которого это настольный концерт. Там в Нальчинском институте искусств вы в каждом классе, где гармонь преподают, услышите этот концерт. Потому что он самый профессиональный. Потом здесь будут наши 2 девушки играть, тоже местные. Это все на концерте услышите.
А потом, через много-много лет, Николай Александрович написал концерт для гармоники с оркестром. Так. Я обещаю 30 лет написать, но ничего не получается. Я к тому говорю, что из симфонических так получилось, это самое исполняемое. Хотя Вероника Борисовна Дударова считала самым исполняемым и самым популярным это вот «Танец юношей» из балета отца Сайгунда. Оно, где бы, вот я, извините, попадал, где есть Вероника Борисовна, она всегда исполняла это произведение. Оно самое яркое, самое это. Хотя там все хорошо. Причем вне зависимости от аудитории, где бы она это не исполняла, где бы у нее гастроли не были. Это могло быть зарубежье, ближнее, дальнее, не имеет значения. А для вас? Звучала осетинская музыка. И для нас то же самое. Есть танец саблями Хачатуряна. Да. А Весь для мир нас знает. вот свой танец, для меня танец образец. юношей. Это Хаханов, он же не цитирует ни одну, он придумал свой мелос. Потому он может быть чуть-чуть непонятен в этих 12-13 симфониях. А если бы у нас было отношение чуть-чуть другое именно к этому, то эта бы симфоническая музыка должна звучать, ну, я не буду так залазить, ежемесячно в Осетии должна звучать симфоническая музыка всех тех композиторов, всех тех фамилий, которые сегодня мы называем, вспоминая, главная цель. Сегодня 100 лет Дудар Соломоновича Хаханова, это не только праздник его, не только праздник Союза, это национальное достояние. Конечно. Это национальная культура. Все можно. Можно 85, 90. Это огромное событие. И я думаю, что вот этот концерт подготовлен к изданию. И два министерства Южной Осетии и Северной, пока два министерства, они найдут средства, чтобы вот сейчас, именно в этом году, в год Хаханова, издать этот концерт для гармошки, чтобы это было доступно всем. А пока это все ксерокопируется, и на цифры, как это называется. Да, но у нас есть небольшое интервью Булата Гапоевича Газданова по поводу... Кому и посвящен. кому посвящен концерт. Внимание на экран. Единственный первый концерт. Нет, потом Шаталов еще написал. Но Хахановский концерт полнометражный. Я же много играл. В смысле, наши гармонисты-то старались просто на слух играть. А я-то после образования все пришлось и открыл класс гармошки. И вот отсюда все пошло. Посмотри, сколько спектаклей. И впервые гармошка, помните, «Шофя и жарок» спектакль был Христофора Плиева. Вот в этом театре, в Русском театре, и из оркестровой ямы впервые прозвучала гармошка. Так люди там вообще первые ряды вставали, смотрели вниз, а потом с балкона на мою голову кулек конфет бросили. Это было. Потом я начал прятаться. Отыграю, сразу прятался. А теперь я уже даже не знаю, уже потом и оперетту, много произведений. Но Дудар посвятил специально концерт для гармошки с оркестром симфоническим мне. И я сделал этот концерт, потом уже и СОС играл. Сейчас кто еще, я даже не помню. Но у нас же много музыки было, и приходилось вот к спектаклям музыка, да? И надо было как-то придать национальный колорит, и вводили в оркестр гармошку. Ну, тогда я предлагаю сейчас небольшой фрагмент посмотреть концерта для осетинской гармоники с оркестром солистка Ляна Салбиева. Внимание.
Здравствуйте, я старшая внучка Дудара Хаханова Ирина и приветствую вас из Германии. Первое, что мне вспоминается, это то, что он меня часто называл Энджела Дэвис. Конечно, из-за моих волос. К юбилею дедушки и в этом формате мне бы хотелось очень коротко вспомнить то, что делало наши отношения особенными. Я думаю, что это он сам, его характер, его динамичность, его темперамент и жизнерадостность, которая заражала. Вот он входил в дом, он любой, и все менялось, как-то оживлялось, и все становилось интереснее. Я помню, как мы, это мне очень дорого, конечно, как мы музицировали не вместе, а он слушал меня. Я играла неплохо, скажем прямо. Даже, я думаю, что он не осознавал этого, так он сильно меня мотивировал. Да, есть, конечно, какие-то струны, которые вот между внуками и бабушками, дедушками, они просто или они есть, или они как-то выстраиваются, или их просто нет. И у нас это было последнее, по-моему, это было последнее лето, когда я видела при тяжелой болезни уже, когда мы все знали, что хочу выразить большую благодарность за то, что его помнят, и звучит его музыка, в которой он все еще живет, и, я надеюсь, будет еще долго жить. Спасибо. Атимаз Владимирович, ваша встреча с Дударом Соломоновичем когда состоялась? Первый раз я его увидел, еще будучи студентом училища искусств. Меня Зарема Андреевна Лулаева показывала меня, она всем меня показывала. Видимо, никому не понравился. Но это уже настоящая встреча произошла по того, как мы вернулись с Кобоевым вернулись в Осетию. Мы не остались ни в Ленинграде, ни в Ростове, нигде. Мы вернулись в Осетию. И Дудар Соломонович вот нас поддерживал во всем. Он нас любил. Я не буду других называть, кого он больше, меньше там это. Мы придумали конкурс «Звездочка Осетии», который вы слышали. Да. Он это поддержал. Потрясающий другие конкурс. замечательные Долгое время композиторы сразу это не приняли. А Дудар Соломонович сел в жюри. Он, Ким Суанов, Долорес Николаевна Белоонова, Феликс Алборов. Вот они сели в жюри. Ну, они нас... И этот конкурс «Звездочка Осетии», так он и для этого и предназначался, как Дудар Соломонович его открывал. Он вышел на сцену филармонии вот, на финальном туре и говорил, в каждой школе должны исполняться произведения. Сколько было написано с того времени произведений, это все стимулировало композиторов создавать песни, инструментальные для гармошек все стали писать, ну не у всех получается, но стали писать, и это все, он нас поддержал. Он был с нами
всегда. Я работал за музыкальной частью Остинского театра. Мы там тоже придумывали, оркестр был живой. Это живой оркестр был. Николай Александрович у меня в оркестре играл, а музыку исполняли музыка Хахан. Вы помните, после возвращения Зарифа Бритаева, величайший режиссер, последние 2-3 года она ставила спектакль. Как бы ко мне не относилась, она попросила музыку написать Дудара Хаханова, Илью Габараева, те, с кем она стала великой. А он уже болел, был чаще в Южной Осетии. Потом вот эти тяжелые годы, которые наступили для южан. Ведь никто, наверное, не знает это, что он маму вынужден был, свою маму, похоронить в огороде, потому что так и была война. Настоящая, не та, которую мы вот видим, а это живая. И он передавал, через кто-то ехал из военных сюда, передавал ноты, а я уже записывал. Павел Арнольдович сразу давал оркестр, и мы записывали музыку для спектакля. Ну вот что это? Это достойно? Ну прямо это, и все. И даже, извините, эту деталь, я эти деньги получал, там он мне доверенность давал, и мы передавали вот это. И последний раз, когда он лежал уже в больнице, я очень хорошо помню, и Николай это знает. Николай был раньше чуть-чуть, а мы были с Павлом Арнольдовичем Едыхом, видимо, последний. Ему стало легче. Он сказал, я еду домой. Вот он поехал домой, и вот потом, мы же не знали, что мы его видим последний раз. Тогда не было сотовых телефонов. Но все равно жизнь тогда была лучше. Да по-простому не дозвониться телефону. Через Тбилиси. Когда мы узнали эту тяжелую весть 25-го, это на Рождество, так получается, 25 декабря, мы с Павлом Арнольдовичем на полном серьезе, мы не нашли возможность, нас просто никто не повез. Потому что сказали, там все засыпало. А он простудился. Он опять простудился, там очень много надо было часть ехать, на каких-то машинах, развалюхах, часть пешком идти. Ну, все, кто бывал в Южной Осетии, понимают, это не так просто было раньше, не так комфортно, как сейчас. И как мы можем, вот и я, и Николай, мы его вспоминаем, он был нашим старшим товарищем, мы революции с ним делали. У меня есть протокол собрания 90-го года, где Николай был председателем собрания. Где Дудар Соломонович говорит, где Габараев говорит, Хабалова, все. Мы хотели власть завоевать в Союзе. У нас это тогда не получилось. Но все стенографировано. Все тайное становится явным. Я думаю, если бы он дожил до 96-го года, то, что он хотел, он очень хотел, чтобы один из нас стал председателем. Мы его завет выполнили. Мы это сделали. Ну и потом Дудар Соломоновича я был в доме, когда вот этот молодой человек, я о нем только слышал, я знал его хорошо, папу Юру. Но время идет неумолимо, без остановки. И вот это грандиозное событие столетия, я думаю, оно нам дало повод вернуться нам с Колей в то время, молодежи узнать, что вот есть такие великие люди. А сейчас получается, что благодаря только телевидению и интернету и наступит то время счастливое, когда через филармонию будут узнавать, кто такой Хаханов, кто такой Кобоев и все остальные замечательные. Знаете, мне посчастливилось узнать Дудара Соломоновича в раннем детстве, будем так говорить, потому что почти все композиторы, не почти, все композиторы были у вас дома. Были у нас дома, да. конечно. Вот. И композиторы, и музыковеды, и исполнители, певцы, актеры, актрисы. Это такой был бесконечный круговорот, такой искусство людей, таланта, которые приходили попить чаю, посмеяться, поиграть на рояле, помузицировать, что-то о чем-то рассказать, пошутить, повеселиться, скажем так. Но в очень культурной, такой удивительной форме таких вечеров интеллигенции. И мне что дальше произошло? Пожарского 14, у меня с квартира 21, у вас 37. Это вот второй этаж, вот наша квартира, а 37 третий этаж. Вот так вот стен, вот так звук.
почему я хорошо запомнил эту квартиру? Потому что для Дудара Соломоновича не было 5 утра, 7 часов вечера, 12 часов ночи. Ему хочется, он садится на пианино и начинает играть. Все, и началось. Думал ребенок, который хотел спать, а музыка продолжалась. Но это было не самое плохое. Но во всяком случае, было весело. А потом я маму спрашивал, ну, покажи мне этого Дудара Хаханова. Он говорит, он редко выходит, он же все время занимается. А потом как-то, иди, вон, Дудар, привет, они дружили, все, это. Вот смотри, Коля, это Дудар Хаханов, великий осетинский композитор. Запомнил, все, что на всю жизнь. Вот такие вот воспоминания. Дальше как складывалось ваше общение? А дальше складывалось прекрасное общение, когда вот мы с Ацамазом уже появились здесь и начали писать музыку, и к этой музыке начали прислушиваться наши старшие. И не скажу, что все было гладко, прямо скажем. И в газете статьи были. Это что? Критика? Критика, конечно, от наших величайших была. Была критика. Но, вы знаете, она нужна. Критика. Если человек ничего не делает, значит, у него не будет ни критики, ни похвалы, ничего. А здесь у нас была и похвала, и критика. Ну, вот Дудар Соломонович был и также и Христофор Сусланович. Да, они это прямо были, да что, ребята молодые, приехали, надо поддерживать, надо все делать, как, ну не все получается, не сразу же получается. Они же работают, они приехали, осетины приехали в Осетию работать с осетинской музыкой. У нас же музыка, скажем так, в Союзе композиторов у нас музыка определяется все-таки, да, что она имеет ярко выраженный национальный характер, ярко выраженную ритмику, мелодику осетинскую и основана на каких-то построениях, которые характерны для осетинской музыки. Ну, допустим, самое простое – это трехтактовность наших осетинских танцев. Все, по 3 такта, все, оба, коротко и ясно. В какой музыке это есть? Я услышал отголоски в кабардинской. Кабардинская кафа тоже часто использует такие построения. Кто у кого взял? Не будем сейчас говорить. В осетинской музыке это привилось, в кабардинской привилось. Мы это по-своему развиваем. Они развивают по-своему. Дай Бог им, как говорится, наших высот. Согласна. Я помню чудесный пленум, который прошел здесь в 70-м или в 71-м был. Замечательно. Выездная сессия Союза композиторов СССР проходила во Владикавказе. Мама дорогая, конечно, исполнялась музыка лучших композиторов СССР в то время. Да, и в их числе были все наши композиторы представлены. Я так считаю, что вот мы сегодня смело можем говорить, и вот в этой работе Батаговой, которую вы должны обязательно посмотреть, ярко написано, что есть на сегодняшний день в огромном созвездии музыки народов сначала СССР, сейчас музыки народов России, есть осетинская композиторская школа. Да. И это достояние, это сделали наши старшие. Дудар Соломонович один из первых. Так что огромное спасибо как ученику Бориса Александровича и как продолжателю его добрых традиций, которые он заложил, и в своем понимании, что такое осетинская музыка. Спасибо. И хотела бы добавить, вспомнили, что соседские отношения, а ведь и Борис Александрович, и Хахановы, они были соседи. Вот сейчас на улице 8 июня,
Вот она тогда была Сталина, по-моему, называлась вся. И они были ближайшие соседи, говорит, очень дружили. Вот моя свекровь еще живая, она, говорит, очень дружили, говорит, семьями. И я хочу еще сказать, как Гаглоева, что надо помнить, что со стороны матери это очень старинная, интеллигентная была семья Гаглоевых и 3 сестры. Вы однофамильцы, 3 сестры, получается. они все создали семьи, и все были очень такие, я говорю, что из основополагающих интеллигенций Южной Осетии. И третье еще, конечно, хочу сказать, что вот когда концерт прозвучал, этот концерт был международной частью форума международного. Атсамаз Владимирович очень помогал, чтобы это состоялось. И приехала замечательная общественность из Петербурга. И они были поражены тоже вот этому уровню осетинской музыки, который прозвучал на концерте. И в том числе вот это была музыка из балета Дудара Хаханова тоже. Поэтому Спасибо. вот... Спасибо. Спасибо. Я предлагаю тогда посмотреть фрагмент из балета Атсамаза и Агунда. Я внучка номер 3, надо сказать, который живет в Тбилиси. О дедушке можно, о его творчестве, о его делах, которые он успел сделать, очень долго можно говорить. Но я хочу вспомнить дедушку как человека, как члена семьи, каким он был в памяти, так очень сильно остались его предметы, которые я всегда с ним видела. Вот, например, карандаши, которые он сам своими руками ножом точил очень остро. И их было очень много. У него на пианино стоял стакан, где там лежало штук 20, наверное, наточенных карандашей. Это я очень с детства запомнила. Вот эта заслуга Дудара, конечно, что, во-первых, мы все окончили музыкальную семилетку, но мы вот с детства пели грузинские народные песни, многоголосие. Мы занимались очень серьезно в голосах, и когда у нас было застолье или просто вот в семье собирались, отец, мать, вот бабушка, дедушка или вот наши близкие друзья, и мы садились, и вот это грузинское многоголосие мы пели, я всегда видела слезы на глазах дедушки. Его это очень трогало.
Вот для него фольклор, народный фольклор, грузинский, осетинский, его очень трогало. Я это чувствовала всегда и видела. И большое значение для него имело, и как раз в его творчестве это и чувствуется. Вот очень народная музыка у него. Он, несмотря на то, что мало времени у него было, он всегда старался что-то очень важное успеть сделать с детьми. И даже он заставлял нас, вот что касалось учебы, что касалось интеллектуального развития, спортивного развития. Знаете, вот с ребенком он был ребенком. Он мог с тобой играть как маленький, но вот когда было время, например, что-то учить или учить что-то для жизни, он был очень строг. Здесь компромисса не было со стороны его. Так что мы вот выросли и очень благодарны за это ему. Дудар Хаханов для меня в первую очередь дедушка. Это человек очень эмоциональный, темпераментный, с большой любовью. Он всегда находил время для нас, для детей. Бывал и в Тбилиси, и в разных городах приходилось ему работать. И в Тбилиси, и в Цхинвале, во Владикавказе, и в Москве. Но он всегда находил время для нас. Как сразу приезжал обратно, мы жили в Грузии тогда. Не отдыхая, прямо приезжал к нам, чтобы прогулять, провести с нами время. И он игрался с нами. Мы часто проводили каникулы во Владикавказе. И, конечно, днем он очень много работал. Когда он начинал точить свои карандаши, мы понимали, что надо его уже оставить в своем мире. И начал он писать свою музыку. И писал он долго, до поздна ночи, ставил свои аккорды. Это огромное счастье для нас. Это было просто фамильярным, вот обстановка. Мы иногда даже уходили спать, и вот слышали все эти аккорды. И для нас это было, это нам не мешало, наоборот, это была частью нашего вечера, частью нашей жизни. Я тогда была молодой, но когда дедушка уже заболел сильно и слег, я ухаживала за ним. И помню вот это чувство, как он выражал чувство любви по отношению к бабушке. Он всегда говорил: «Лу, я тебя люблю». Вообще классическая музыка, она так устроена, что вот понять ее, да, прийти к ней довольно такой длительный период нужен для того, чтобы услышать классическую музыку. И часто, на мой взгляд, современная молодежь, она так нетерпелива, ей подавай популярную, да, попса. Вот как вы считаете, сегодня утратился интерес к классической музыке среди подрастающего поколения или наоборот? Я думаю, это зависит от нас. Вот от нас здесь всех сидящих. Во-первых, надо пристальное внимание обратить, конечно же, на тех детей, которые обучаются сейчас в школах искусств, музыкальных школах, и всячески помогать им. Сейчас многие дети закончили колледж искусств имени Гергиева. Я знаю многих выпускников, у которых нет средств дальше получить образование, высшее образование, а они достойны. А вы знаете, на бюджетное поступить место, это практически приезжему человеку очень сложно. Бюджетное 1-2 максимум бывает место, и за них бывает борьба своих же. Московские московского возьмут, питерские питерского, ростовские ростовского. Это первое.
Второе, я думаю, что надо не забывать то наследие, о котором мы должны все время помнить. То есть должны быть изданы как можно больше нот, которые сейчас хранятся многие просто в рукописях. Их надо перевести в цифры, опубликовать, чтобы это было достоянием, ну, хотя бы нашей республики. Я уже не говорю всего Северного Кавказа или Юга России. Зачем ограничивать, как говорится, милость Господню, если есть хорошая, талантливая музыка? Ее надо знать. Это второе. И третье, о чем бы я хотел сказать, что, конечно же, это существование симфонического оркестра. Обязательное существование национального симфонического оркестра. Потому что через 20 лет те дети, которые сейчас выросли и не ходили в филармонию, и не слышали нашей музыки, не слышали того, с чего это все начиналось и чем это продолжается. Ведь сегодня мы же пишем музыку, мы же не останавливаемся. Все наши композиторы, дай Бог им здоровья, продолжают работать. Но эта музыка не скоро зазвучит, наверное, хотя верится, надежда умирает последней. Будем верить, что это случится. Спасибо. Аксамаз Владимирович, ну и, наверное, нужен конкурс «Звездочка Осетии». Возродить. Возродить, он был. Да, есть что вспоминать, есть память. Нам достаточно, чтобы для возрождения, что один из победителей нашего конкурса нынче является главным дирижером Большого театра российского. Да. Это еще таких очень много. Я думаю, что нам главное, Николай Александрович правильно сказал, нам нужно возродить еще второе. Осетинский национальный симфонический оркестр, у которого будет главная задача пропаганда мировой русской, и половина своей жизни они должны отдать осетинской профессиональной симфонической музыке. Ну, вот для этого мы и работаем. Спасибо вам большое, что поделились своими теплыми воспоминаниями. И, Аксамаз Владимирович, давайте завершим. Я предлагаю завершить эту программу песней Чижгайма. Есть ноты. Да, пожалуйста, на сцену. Это нам ноты не нужны. Но я буду следить. Махурхай, Рашу Чижгай, Ты данушма, Масард Масин, Ты дама балис, Рашу Чижгай, Фалман мит пылмам фахут, Ты дама балис, Рашу Чижгай, Фалман мит пылмам фахут. Фарнай фасараймын, Масарды дидинак, Дымыны шыхтай, Мариуэй, Ты дама балис, Рашу Чижгай, Фалман мит пылмам фахут. Ты дама балис, Рашу Чижгай, Фалман мит пылмам фахут. Фарнай сарай, Ахшишгон менун давын да конт, Даусы бон феттон,
Махурхай, Вадайден Масарна Вондей, Даусыбон Фетон, Махурхай, Вадайден Масарна Вон, Фарнай Фасараймен, Масарды Дидинак, Дымын Шахтай, Мариуэй, Даусыбон Фетон, Махурхай, Вадайден Масарна Вон, Даусыбон Фетон, Махурхай, Вадайден Масарна Вон. Автор 13 симфоний, 4 опер, 6 оперет, 2 балетов, 3 кантат, 5 концертов, многочисленных произведений камерной, вокальной, инструментальной музыки, а также музыки кинофильмам и театральным постановкам. Дудар Хаханов навсегда вошел в историю как один из основоположников осетинской классической музыки.